Песня «Скале» заиграла новыми оттенками, когда аккомпанировать народной песне взялся джаз-бенд Сергея Макеева. Вся программа была построена на композициях разных жанров, но объединенных одним уникальным голосом. По словам музыкантов, не всем под силу объединить композиции с совершенно разной сутью в одно произведение. Вообще жанр, в котором концерт выполнен, это называется кроссовер. То есть это слияние стилей джаз, джаз-рок, опера и романсы. В общем, это кроссовер, то есть через жанры. Должен быть певец с оперным голосом, который еще и владеет другими стилями. Вот Хибла в этом смысле уникальная. Одна из немногих в мире, можно сказать. Поэтому это непросто. Вот, и совмещаться, и там, что называется, купаться. Участие в фестивале Сергей Макеев не может назвать работой. По его словам, концерт с этой программой, да еще и в Абхазии, самый настоящий отдых и удовольствие. Это нельзя назвать работой, мы же не работаем. Мы несколько раз в год, просто эта программа уже существует лет 10. Начиналась как эксперимент, а потом потихоньку видоизменялась, каждый год добавлялась. И у нас концертов 5 в год, наверное. Это не работа, это даже удовольствие. Конечно, мы каждому концерту собираемся, там, репетируем. По словам прославленного саксофониста Игоря Бутмана, Хибла Герзмава может исполнить композицию абсолютно любого жанра. Великая оперная дива, плюс и не чужды другие стили музыки, и советские песни, и военных лет песни, и джаз. И любая песня в ее исполнении звучит совсем по-другому. Очень, с одной стороны, оригинально, и тепло, и очень точно стилистически. Так что здесь действительно это героиня, конечно, абхазского народа, но и она достояние всего мира. Игоря Бутмана Хибле Герзмава не пришлось уговаривать участвовать в фестивале. Прославленный саксофонист выкроил время в своем плотном графике и приехал в Абхазию через 40 лет после первого визита. Мне не надо долго уговаривать, особенно такой великой певице, такому великому артисту, как Хибла Герзмава. Поэтому, как только было предложение, мы совпали по датам, то, конечно, я с удовольствием приехал. Я не был уже в Абхазии много-много лет. Это было очень давно, по-моему, в 1983 году. Даже немножко узнал город, когда приехал, узнал вокзал. Так что большое просто счастье, что я смог приехать, тем более к такой великой нашей любимой Хибле Герзмавой. По словам Бутмана, с Хибле Герзмава он познакомился случайно. С тех пор они дружат и сотрудничают. У нас была случайная встреча однажды на жеребьевке футбольного чемпионата мира, который был в Санкт-Петербурге. И тогда мы просто обнялись и познакомились. Друг о друге много знали, но не знали лично. А потом неожиданно нас соединила специальная закрытая концертная программа, где мы с ней сыграли. Но вот тогда произошло, так сказать, слияние в хорошем смысле душ. А затем мы уже пригласили сделать концерт совместный, и Хибла пела с нашим оркестром. И это было удивительно. Из этого творческая жизнь, потом Хибла пригласила меня выступить с ней. Фестиваль Хибла Герзмава приглашает проводиться с 2001 года. По программе фестиваля этого года в Абхазии прошло 5 разноплановых концертов, еще 6 музыкальных событий в других городах России и 2 в Китае. Марьяна Котова, Сосрыкова Бухава, Абаза ТВ.